подрастающего поколения создается впечатление, что это нормально. Да? Поэтому совершенно правильно прозвучали здесь предложения, их нужно доработать по ограничению продажи в спальных районах. Мы об этом говорили. И совершенно правильно, что плоскость уходит в регулирование деятельности точек общественного питания. Действительно, ГОСТ носит рекомендательный характер. За нарушение ГОСТа никому ничего не бывает. И поэтому вот они у нас под прикрытием точек общественного питания, значит, делают, что хотят. Второе, это, конечно, это сильнейшее российское пивное лобби, которое не позволяет на сегодняшний день пиво включить в перечень продукции, которая лицензируется. Пивной алкоголизм, слышала лекции неоднократно, знаю пивной алкоголизм, все мы знаем, что это очень такой, знаете, латентный, очень опасный вид. Согласна. Вот. И поэтому, конечно, мы с вами обсуждали заблаговременно, говорили о том, что значит, продажа в магазинах, которые были запроектированы в жилых домах как магазины, да, имеют соответствующее помещение, площадь и так далее. Да, действительно может быть. Действительно, когда забрали алкоголь и пиво из продуктовых магазинов, высокомаржинальную часть забрали, но здесь мы не должны путать вот эти вот маленькие магазинчики, которые стоят везде и продают что хотят, да, мы не должны путать со специализированным и с магазинами нормальными, продуктовыми, с хорошими площадями, с хорошим ассортиментом. То есть на сегодняшний день я о чем говорю? Я говорю о том, что мы не должны все под одну гребенку. Мы же еще разговариваем о чем? Мы говорим о том, что на самом деле, и вот мы с Николаем Ивановичем Кульпертиновым, я тоже эту тему обсуждала, он не мог мне сразу предоставить статистику, но он обещал, что он эту статистику подберет. И в принципе Николай Иванович не отрицает того, что, и мы с ним разговариваем не о продлении времени реализации алкоголя, мы говорим о смещении времени реализации алкоголя. Действительно, практика показывает, что наибольшее количество вызовов приходится вот на такой-то период, да, если мы берем там по времени. Значит, вызвала и другую сторону одного из владельцев этих алкомаркетов. И он говорит, что сейчас, как мы начинаем уходить в сторону лжекафе, уже алкомаркеты начинают организовывать лжекафе для того, чтобы продлять время своей работы. То есть к тем, кто у нас там продает в гаражах, там, в всяких подсобных помещениях и так далее, сами уже алкомаркеты начинают к ним добавляться. О чем это говорит? Вот. И потом мы не должны скидывать со счетов такую вещь, как неоднократная продажа алкоголя несовершеннолетнему, которая, в принципе, во внесудебном порядке может привести к лишению лицензии. Так ведь? Так. Ну вот Виктор Николаевич возьмет своего племянника, я возьму своего племянника, Павел Петрович парочку возьмет с собой, отправим их за водкой, да, ну и вот. С удовольствием пойдем. Конечно. Ну ладно, шутки шутками, вы понимаете, о чем я говорю. И вот, например, мы сегодня говорили, прозвучал приют подливой козы. И, как я понимаю, у них уже есть 2 случая реализации, значит, алкоголя несовершеннолетним. Закрывайте что-то. И вот то, о чем мы с вами говорили, Виктор Николаевич, да, возврат лицензирования и рассмотрение вопросов лицензирования на уровень местного самоуправления, органам местного самоуправления. Мы на земле, нам лучше виднее, где у нас продают, как мы ловим, и мы будем реагировать на лишение лицензии более оперативно. И общественность здесь. Ни о чем мы разговариваем с Алексеем Сергеевичем. Я, значит, прочитала, что Российская Федерация теперь, значит, постепенно, поэтапно, значит, практически до 100% отчислений акцизов от продажи алкоголя, да, будет передавать субъектам. Поэтапно. Я тут же, значит, к Алексею Сергеевичу, отдайте Якутску. Он говорит, я тебе отдам эти деньги, Сарнана, если вы придумаете стоящую программу. И когда вот вы сегодня прозвучало, там, давайте наклеим третью этикетку, значит, да, сделаем республиканской и будем отдавать ее на... Вот как раз таки,
когда эта программа двигается, это задача наших городских депутатов и вообще депутатов Илтумен, которые представляют территории, добиваться того, чтобы вот эти вот отчисления от реализации, да, алкоголя, они поступали в местные бюджеты, и обязать местные бюджеты направлять эти деньги на профилактику, на информирование, ну что в принципе одно и то же. Вот вы поднимали вопрос, почему нет антирекламы, да, например, ну это вот то же самое, да? Целевое финансирование. Конечно. И либо же создание новых спортивных площадок и так далее. Ну то есть, да, на пропаганду, профилактику, создание условий. Ну и правильно, вот молодой человек сказал, что наличие спортивных залов, там занятия спортом абсолютно и совершенно не означает стопроцентно, что человек будет вести здоровый образ жизни. Так ведь? И поэтому я думаю, что это вот комплекс мероприятий на самом деле, да, да, это целая программа должна быть, и она должна быть поэтапная. В этом году мы с вами делаем вот это, в следующем году мы делаем вот это, через 3 года мы... Индикаторы какие-то должны быть? Индикаторы обязательно должны быть индикаторы, это должно быть и МВД предоставить, это мы должны замерить по продажам, да, посмотреть, сколько мы там продали, сколько поступило в бюджет там и так далее. И в идеале мы должны прийти к тому, о чем не первый десяток лет вот говорят нам и мой товарищ Матвей Иванович, и уважаемый профессор Башарин. Потому что то, о чем они говорят, это правильно. Просто люди несколько опережают свое время. Но я думаю, что вот они продолжают с нами работать, и видите, мы как бы продвигаемся к этой теме. Да? Поэтому вот то, что я ваши предложения оформила как свои, пожалуйста, запишите. Просто мы с Виктором Николаевичем периодически общаемся, обсуждаем эту тему, и поэтому, конечно, я знаю, о чем идет речь. Ну, огромное спасибо, и я надеюсь, что общими усилиями мы все-таки тему эту сдвинем, и насчет возврата лицензирования органов местного самоуправления, я думаю, что и мои коллеги, главы вузов и городов, они поддержат. Спасибо. На этой ноте предлагаю закончить наше рабочее совещание. Со своей стороны предлагаю такой механизм. Я